И начинаем мы сегодня с Айрата Касимова. Это создатель интернет-приложения «Халяль Гайд». И, наверное, будет сюрпризом для зрителей, как я подумала, инициатор создания татарской социальной сети. Рахим Итыгис, хотела сказать, добро пожаловать, добрый вечер. Дальше с нами сегодня замечательный человек, который известен и очень популярен. Фархат Фаткулин, администратор татароязычной Википедии, викимедиец 2018 года. Синхронный переводчик. Здравствуйте. Лейла Лерон, она была с нами и в прошлой программе, когда мы обсуждали татарский феминизм. Сегодня она с нами как блогер и активистка интернет-сообщества Татар-Тель. Хайрлы киш. Хайрлы киш. С нами сегодня Ильшат Рахимбай. Сначала мы думали представить его как кинорежиссер, но недавно выяснилось, что все-таки он начинает видеть себя продюсером. Добрый вечер. Приветствую. С нами Руслан Айсин, историк и политолог. Руслан, рада вас видеть, давно ждали, и вы впервые у нас в программе. Добрый вечер. Ахмад. И Айрат Фейзрахманов, кандидат исторических наук, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи. Хайрлы киш. Также сегодня по интернет-связи с нами Лилия Исхакова, блогер, автор детских книг из Праги. Хайрлы кишлер. Салям, хайрлы киш. Лилия всегда будет с нами на связи. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прошу всех участников соблюдать корректность высказываний, все нормы законодательства, не оскорблять друг друга. В противном случае на правах ведущей имею полное право отключить микрофон или попросить покинуть ток-шоу. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Нас также можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте и на Ютубе. Участвуйте в дискуссии, задавайте свои вопросы нашим экспертам по телефону и в интернете. И все мы вместе попытаемся найти точку опоры. А эксперты смогут участвовать в нашей дискуссии через нажатие кнопок. Зеленая – поддерживаю, и я прошу вас активнее участвовать, нажимать, попробуйте. Да. Красная не поддерживаю, не согласен, и белая – нейтральная позиция. То есть можно реагировать таким образом на любые высказывания или ответ любого гостя, и мы начинаем понимать вообще, какое количество людей согласны или не согласны с этой точки зрения. Для начала хочу озвучить результаты опроса на наших интернет-ресурсах. В течение недели мы задавали нашей аудитории в соцсетях вопрос, достаточно ли татарского языка, татарского контента в интернет-пространстве. И вот результат опроса. 58% заявили, что им не хватает образовательного и культурного контента. 33% заявили и выбрали ответ, что им не хватает татарской социальной сети, и 9% считают, что в интернете всего достаточно. Зрители также могут включиться в наше интерактивное голосование. Вопросы и варианты ответов звучат также. Сейчас вы видите на экране. Попросим наших экспертов ответить на этот вопрос. Достаточно ли в интернете татарского? Кто хочет начать? Я могу начать с того, что недостаточно только по одной причине уже, что у многих держателей гаджетов нет раскладки на татарском языке. И если они даже пишут на татарском языке, то это кириллица, они заменяют татарские буквы русскими буквами, и ты смотришь на эту кашу и думаешь, на каком языке ты пишешь, товарищ? Вот надо начинать с того, чтобы люди, татарский контент, кто создает, все-таки раскладку ставили себе на телефон. Делали только в раскладке. Что еще? Какие мнения есть? Как раз когда пишешь в чате, да, ну, татарша язасан, да, харфы, там, харфы. Иногда люди интересуются, а где можно раскладку взять. И когда ты написал хайрлы киш там или рахмат, уже как-то люди стараются на татарском написать. Это вот в какой-то мере стимулирует к тому, чтобы люди пытались хотя бы что-то писать на татарском. Или некоторым людям говоришь, вот есть переводчик с русского на татарский, можешь его использовать. У меня есть несколько русских друзей, которые пишут с помощью переводчика мне на татарском. То есть вот это стимулирует на самом деле к тому, чтобы люди использовали татарский язык, если даже его не знают. Но достаточно контента, естественно, недостаточно. Но татарский интернет развивается неплохо. Здесь, конечно, нужна какая-то оценка научная. Она раньше велась относительно достаточности, недостаточности татарского интернета. И вот среди, естественно, народов там, Российской Федерации, ну, малых назовем, да, татары были впереди. Даже среди бывших условно союзных республик СССР, да, там, сравнивать с казахским интернетом и так далее, это сравнение было 5-6-летней давности. Да? Татарский интернет выглядел неплохо. Как сейчас, нужно, конечно, давать научную оценку, нужно делать исследования, нужно определять направления, в которых нужно развиваться. Конечно, здесь и хаотичное развитие есть, это хорошо, это свободное пространство, но, наверное, здесь тоже надо определять некую такую государственную политику развития татарского интернета. Систему оценок какую-то внедрять, да? Руслан, вы согласны?
Ну, согласен, но не совсем. Надо понять вообще, что такое татарский интернет. Это татароязычный интернет или интернет, который говорит о татарах. Да, здесь где критерий оценки? То есть можно, конечно, завалить вот просто вот массой. По гегельянски оно вряд ли в качество придет, я так думаю. Значит, здесь критерии очень тяжело определять, потому что интернет у нас движется немножко хаотично. Попытка государства, как мы видим сейчас, регулировать, оно как раз обращает внимание на то, что там происходит на самом деле. И это может негативно как раз сказаться на нашем сегменте интернета, потому что когда государство пытается залезть и говорит, а давайте мы создадим свою социальную сеть, да, вот как в данном случае, я не верю в это. Невозможно создать татарский Facebook, это уже было. Нету таких ресурсов, нет таких масштабов, нету такого запроса. Есть желание, может, запилить кое-что. Но был у нас опыт, я не Касим, значит, был у нас опыт с проектом Татариля, да? Был. Значит, я там соучаствовал каким-то образом, и это успешно провалилось. Потому что выделиться в отдельный сегмент, а давайте мы объявим там суверенитет татарский в интернете, да, и от всего мира отделимся. Так тоже не бывает. Или ты глобализируешься и участвуешь на общих правах, или ты создаешь северокорейский вариант интернета, внутреннего интернета. То есть вот здесь, мне кажется, не хватает системы оценок, критериев. Государственная политика это не означает, что нужно идеологию какую-то давать, а гранты, конкурсы. Ну не спорь, но да, ты же как согласишься с тем, что государство заходит в интернет с целью регуляции именно да, конечно, когда у нас идеологического контента. появляется блогер, который получает за это там какую-то условно заработную плату, это, естественно, государство здесь свою идеологию дает. Вот о чем и речь. Можно? То есть, если госзаказ есть, я извиняюсь, если есть госзаказ, например, правительство Татарстана дает госзаказ, давайте там найдем 100 хороших блогеров, поставим им задачу по 100 видео, значит, в год, и они будут заполнять. Иной вопрос качества этого контента. Будет ли оно смотрибельно, не будет, потому что люди уже будут в определенных стесненных условиях это делать. Я сейчас думаю, что Лейла пусть ответит, попробует, если дадут задание, сделать 100 Смотрите, роликов в дают год. же, дают, такие задания уже дают, есть такие как бы, продвижения, такая практика есть не только в татарском сегменте, но и в русском. Блогеры сидят на каких-то дотациях. Да? Это уже как бы, открытый факт. Просто действительно, когда тебе кто-то сверху дает указания, у тебя уже нет момента творчества, ты всегда в каких-то рамках, ты не можешь лишнего сказать, и это уже не про творчество. Ну, будут ли без госзаказа как бы собираться там люди творить на татарском языке какой-то татарский контент? Это, конечно, Пока, вопрос то есть такой. надо заставлять, Ну, то что есть ли, сейчас делать их татарский единицы, мы контент? всех их знаем, кто это делает. Но если говорить о массе, то ну, эту массу как-то нужно чем-то, наверное, поддержать. Это Нет, раз. есть какие-то флешмобы, челленджи или какие-то гранты, да, которые Ну, Айрат нужно сказал. определить цель, мне Почему кажется. нет? То есть зачем? Зачем это делается? Вот не надо, Для того, чтобы действительно, поддержать, количество увеличивать язык, не это надо. Вот будет сейчас перепись населения всероссийского. На основе ее через полгода мы выясним, сколько человек владеет татарским языком. Ну, пусть будет 2 миллиона. Вот считайте, что это 2 миллиона, это потенциальная аудитория татнета, татароязычного интернета, да? То есть можем ли мы сказать, что вот он ограничен 2 миллионами? Или мы можем сказать, нет, он не ограничен, потому что там это и они, люди худо-бедно понимают, но для них есть интернет, который говорит о татарах. История, культура, там, неважно, политика, там какие-то исторические личности. Сейчас запрос к этому есть, истории татар. Айрат, может быть, Ну, Я успеет ответить? добавлю, наверное, на это просто. Я как бы сам родом с Пермского края, и у меня не было в школе образования на татарском языке. Когда я здесь с кем-то знакомлюсь, мне тоже многие спрашивают, почему ты не говоришь на татарском. Но я сам отучился в Москве и возглавлял самое большое землячество татар при нефтяном университете. И знаю, что необходимо именно татарам за рубежом. Это и вопрос, когда стоял, не хватает ли татарского, чего татарского контента, или все-таки какого-то контента для татарского населения. И в этом плане, из своего опыта, это все-таки больше, наверное, проведение каких-то мероприятий. Актуальность этих мероприятий не только в Казани, но и за рубежом, и в других городах, в той же Москве, например, все концерты. Люди стараются ближе быть, именно в данном случае татары. И возможность объединить татар именно на основании этих данных, например, общих мероприятий, возможно, знакомствах, либо новостей, либо знакомствах с татарами других стран, это должно сближать. Это сближает татар
вне Татарстана, так Но это сказать. же не контент, это же речь не о контенте, речь о коммуникационном Площадке. механизме интернета. А мы говорим Ну, про это больше- контент. Но это если немножко говорить разное. про контент, если не учитывать то, что любые вот эти платформы, которые сейчас мы имеем, которыми сейчас пользуемся, они выжили только за счет монетизации. Если не будет происходить вот этой монетизации, и если вот эту монетизацию нам позволит сделать вот это то количество человек, которое там сидит, то окей, это будет работать. Если не будет монетизации, то 2-3 года на идеологии, на чем-то, на инерции какой-то это продержится, государство поддержит, но это же не говорит. То есть нужно сразу понимать на основе, чем это будет монетизироваться и куда это будет расти. Иначе это дохлая тема, чуваки. Ну вот я, наверное, тоже по поводу других социальных сетей, которые предыдущие создавались, они все-таки не были адаптированы больше к мобильные приложения, в мобильные устройства, так были вроде веба. Сейчас как бы современность шагает и нужны приложения. Сам как бы возглавляя студию, тоже был заказ на разработку приложения для знакомств татарских. Я сам не верил в этот проект, честно, и до конца просто подумал, ну кому это надо, татарские знакомства. Ладно, сделаем как бы как заказ уже. И был очень удивлен, то, что основатель этого проекта, не потратив ни рубля, собрал на своей площадке там десятки тысяч человек. Может быть, дело было в Но знакомстве, это да? отраслевая вещь. Да. Это нишевая, да, в этой Нишевая, ситуации? абсолютно. Все равно, что создать там, значит, приложение для дальнобойщиков. Конечно, там будет каждый второй дальнобойщик участвовать, потому что это он заинтересован. По-моему, и в этом. создано и много нас, пока мы готовились к этой программе. Сейчас мы прервемся ненадолго на рекламу, не переключайтесь. Жилой комплекс «Уникум» — это готовые квартиры с ремонтом, мебелью и техникой в IT-городе Иннополис от 3 миллионов 900 тысяч рублей. Подарите ключ в будущее вашим детям и внукам. Современный детский сад, инновационная школа, лицей и даже университет. Осталось меньше 50 квартир. Бронируйте по номеру 556 59. Отличная новость! В феврале в «Лада Канавто» доступна программа господдержки. Получить выгоду 10% стало еще проще. Если «Лада», то «Канавто». Подробности 230 30 30. Закажи рекламу на Булгар Радио. Телефон в Казани 5 705 095. Спешите видеть в Казанском цирке с 29 января по 28 февраля долгожданное шоу слонов и магия цирка. Итак, это ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ, ТНВ «Планета», и мы продолжаем. Мы сегодня говорим о том, достаточно ли татарского и контента, и татарского вообще в интернете. Дискуссия разгорелась достаточно серьезно. Подключается к обсуждению Фархад Фаткуллин. Что, на ваш взгляд? Мне понравился последний комментарий со стороны Ильшата про монетизацию. Вот я тут стою, представитель волонтерского сообщества татарской Википедии, 17 лет исполнилось, вот живет, здравствует, развивается. То есть понятно, что, естественно, контент необходимо создавать разный, необходимо заботиться о том, чтобы платформа или некое сообщество росло, развивалось, передавало навыки. Вот. Но то есть монетизация не всегда только денежная. Бывает, как показывает опыт Википедии, растет, развивается. Посмотреть на английскую, на русскую, там уже вопросы не спрашивают. Когда вот сейчас ковид случился, даже Всемирная организация здравоохранения сразу пошла дружить с Википедией, выкладывать свои материалы, потому что люди там читают, когда какие-то моменты. Вот. И, наверное, вот первая тема была про язык или контент, и какой контент. На сегодняшний день контент мы все с вами генерим на разных языках. Важно, наверное, когда мы говорим о том, достаточно ли контента, нужно, наверное, говорить о том, для нас лично интересен ли тот контент, который есть или нет, и какой контент мы ищем. В данном случае
Я, когда ищу какой-то контент, я ищу контент, который ответит на мой конкретный вопрос. Обычно это бывает не развлекательный контент, не образовательный. Мы все с вами живем в экономике знаний, деньги каким-то образом зарабатываем, наши зрители тоже. Им необходим ответ сейчас и здесь, например, как помидоры посадить, как лучше там баню построить, кому пойти учиться, лечиться и так далее. И вот тут хотелось привести пример. 200 лет назад Ибрагим Хальфин, если я не ошибаюсь, в Казанском университете сам лично издал, с одной стороны, руководство по прививке оспы, с другой стороны, вот в 2020 году руководство по гигиене и санитарии. То есть у нас все это есть, у нас не столько вопросы про блогеров, что блогер покажет, каждый из нас может быть блогером, а скорее о том, чтобы вот этих блогеров у нас, говорящих на языке, стало много, чтобы они создавали контент, который востребован, как вот уже было коллегам сказано. Спасибо. Хорошо, спасибо. Звонок у нас есть, да, в студии? Мы готовы послушать. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, меня Фердович зовут. Откуда вы и как вас зовут? Я из Челнов. Угу. Слушаем вас. Хотел спросить, почему передача идет о татарах, о татарском языке и про татарские проблемы на русском? Потому что... Сейчас ответим. Я думаю, что эксперты есть что ответить. Почему? Ну, я думаю, что очевидно, этот вопрос, наверное, возникает от того, что человек не совсем понимает, что происходит вообще в действительности. Татар Телендианды Ухтапшрубар, Тайну Нухтасадиватала, это его аналог, называется точка опоры. У нас есть люди, которые разговаривают и хорошо понимают татарском. Есть татары, к сожалению, которые не знают татарского языка в силу ряда объективных причин. Поэтому их брать и как бы выводить за скобки абсолютно неправильно. К сожалению, у старшего нашего поколения, у некоторой части доминирует такая позиция. Так, татар Теленбельмисенькян Баркитмана, да? Это абсолютно неправильно, потому что вот Касим правильно сказал, он, например, вне Татарстана, там сейчас нет школ, там нет среды татароязычной. Это не их вина, да, как в той песне «Так уж карта легла». Вот. Поэтому отсекать их от татарского мира, от ядра татарского мира абсолютно неверно, потому что, ну, мы любим приводить пример с тем, как евреи восстановили иврит с нуля восстановили. И у нас такая задача стоит сейчас. Конечно, она сложная, но я верю, что мы сможем хотя бы поднять уровень знания начального татарского языка у большей части населения. Интернет как раз позволяет. Все согласны, кроме Айрата? Я просто хотел сказать, что если мы развиваем интернет, какую-то политику здесь формируем, да, не должно быть так, чтобы вложение в татарский интернет было больше на русскоязычный сегмент. Да? Ну, мы тут для себя определили, что татарский интернет все-таки это и на татарском языке, и о татарах. Да? Но если мы какие-то там делаем гранты или конкурсы или еще что-то, да, важно все-таки делать акцент именно на татароязычном контенте. Если у нас будет акцент на русскоязычном контенте, у нас так и умрет татароязычный контент, потому что русский язык более конкурентоспособен, он более глобален, на нем больше интересного контента, и так мы и уйдем в сторону. То есть ты предлагаешь регулировать интернет? Нет, если мы говорим о какой-то политике... Да, не регулировать, а поощрять, стимулировать. Если мы говорим о какой-то политике в этом направлении. Все равно есть она, эта политика, никто не скрывает. Нет, я просто хотел... Нет, Лейл, вот ведете свое, да, на русском и татарском. Телефонный звонок же был. Я вот точно такой же человек была, отучилась в школе, в гимназии, все на татарском языке. И я считала, что если ты не знаешь татарский язык, ты не татарин. Все. То есть это было мое категоричное снобское мнение. Но потом я расширила свой кругозор, и этим зрителям тоже, кто звонит нам, да, и возмущается, предлагаю пообщаться с людьми, кто справа, кто слева, и узнать, что есть татары, которые не знают татарский язык, и эти возмущения никогда не закончатся. Мы заходим к нашему президенту Рустаму Минниханову под его пост. Если он написал пост на русском языке, то обиженные татары, конечно же, начинают комментировать, почему нету перевода. Как будто они не понимают, что он написал. Просто
просто эта глубокая обида татар сидит, пока мы из этого не выйдем, что перестанем себя жалеть, перестанем думать, что мы жертвы, пока мы из этого не выйдем, мы все время, у нас не будет нормального контента. Речь не о жертвах, речь об институциональной поддержке. Русский язык и так он сильный, глобальный. И Смотри, ему, ну да. татар, которые не знают татарский, намного больше. Я не говорю, что не нужно развивать русскоязычный интернет о татарах, но важно делать акцент на развитии слабого. В этом Смотри, случае я вот слабый, против такого, именно я против татарский такого. язык. Работать надо с отличниками, а троечники сами я извиняюсь, подтянутся. Это но мое любимое выражение. я Татарский будет идти, они будут брать пример с русского контента, всегда так будет, потому что русский берет с американского контента пример, а мы берем с русского, пока так получается. Международный Мы им опыт не пример. развития малых языков говорит об обратном, что слабым нужна гораздо больше помощи, нежели сильным. Если мы будем кто сделал слабый? Это уделять сделал внимание больше институции. слабым, так и на войне было. Уделяли внимание тем, кто меньше Слабым он ранен, стал чем кто из-за сильно ранен. законодательства, из-за институциональных ограничений и так далее, которые устанавливали не мы, и не мы их сможем ликвидировать. Ну, здесь стоит согласиться с Айратом. Действительно, у нас ресурсов очень мало, то есть у нас нет возможности преподавать в школе, а школа — это основной все-таки институт, где язык сохраняется, развивается. Поэтому остается интернет. Все-таки татары дисперсно расселенный народ, и поэтому единственная возможность собраться в какую-то кучу — это, конечно, интернет-пространство информационное. Лиля сейчас Исхакова как раз выйдет к нам, блогер из Праги. Лиль, еще раз, да, добрый вечер. Вам хватает? Вы чувствуете себя в интернете частью большого татарского народа? Более чем. Это просто must-have, с которым я живу ежедневно. Вот. И несколько пунктов я себе тут записала, и сейчас хочу их озвучить. Вот. Касаемо контента, да, я считаю, что всегда вопрос упирается в качество. И когда я начала развивать свой блог, у меня тоже там стал такой вопрос, знаете, сейчас я пойду за подписчиками и за счет этого качество своего контента прям вот доведу до минимума, да, или я сейчас буду продолжать постить то, что мне нравится и по душе, и давать вот это вот вкусный татарский, за которым пришли ко мне туда. Собственно, это был вопрос, на который я отвечала, когда ко мне вот недавно только обратились социологи, которые тоже изучали там opinion leaders, инфлюенсеров, вот это вот все. Причем я даже не знала, что оказывается там вот так вот активно читают, интересуются, да. Но потом был такой момент, мне начали писать подписчики, которые не знают татарского языка. Я сейчас не только про тех, которые там за рубежом где-то там в Испании живут, да, такие тоже есть. Я сейчас и про тех, которые в России живут, да, то есть вот все абсолютно, то есть весь земной шар. Все начали писать и говорить, что вот из-за того, что вот нам хочется понять, вот что ты там вот тут в этом месте написала, мы пошли и посмотрели в словарике. И тогда я поняла, что сейчас в том числе делать вкусный контент нужно за счет того, что иногда нужно написать там, я не знаю, одно предложение, но оно должно быть такое, чтобы вот захотелось узнать, а что там в этом предложении такого, да? И вот за счет этого как-то выравнивать этот баланс и за счет этого привлекать каких-то заинтересованных людей или, наоборот, заинтересовывать людей в том, что, блин, татарский — это классно, это круто. И мне кажется, вот здесь я сейчас как человек, который больше не за какие там госвмешательства, да, а именно вот чистую конкуренцию, я за то, чтобы, во-первых, у людей была возможность, вне зависимости от уровня владения языка, идти и получать ну, вот эта вот татарскость, да, вот это чувство принадлежности. То есть если мы смотрим на вопрос, что такое вообще татарскость, и вы же у меня спрашиваете, чувствую ли я себя причастной. Я чувствую, да, потому что у меня это вот так вот работает. И каждый день, когда я вот захожу и вижу, неважно там на каком языке, но иногда на английском, иногда на татарском, иногда на русском, что-то связанное с татарскостью, где-то я что-то репостну, но однозначно я чувствую себя более полной от того, что это есть. И в связи с ковидом, может, Аллаха шукр, может, нет, не знаю, количество контента увеличилось, конечно. Хорошо, конечно. Да, Лиль, спасибо большое. Но вот Лиля как раз говорит, что через контент она мотивирует к изучению татарского вполне нормально. Вообще, мне кажется, что чем на больших языках будут говорить о татарском,
Возможно, наши наоборот это задача, чтобы Можно разговаривали. несколько позитивных моментов просто сказать. Наконец-то, Айрат. Развитие В чем? татарского интернета. Например, во время ковида, если мы берем татарстанские театры, например, да, Камаловский театр вот реально ушел вперед остальных других театров по количеству просмотров, по количеству контента и по качеству даже. Вот там русскоязычные драмы и татароязычные. Камал ушел вперед. Второй момент. Есть контент уникальный татароязычный, который вот, ну, связан больше с татарской эстрадой, да, где там... Ну, там миллионы. Да, там, ну, не миллион, но полмиллиона есть. Это тоже отличные цифры. То есть есть своя уникальность, которая, ну, продолжает развиваться, и никто там особо-то и денег, там, государство не выделяет на развитие татароязычного контента, связанного с татарской эстрадой. Он сам по себе развивается. Это свой наш феномен, как якутское кино. У нас феномен, конечно, эстрады и связан с этим интернет. Шат, есть что добавить? Вы же знаете, Про кино. Сказали про кино. да. все же знают эту цифру, да? Какую? Максимум татарской цифры в интернете. Ну, придумай. Это 500 тысяч. Нет, я не придумал, его просчитали. То есть мои товарищи, как бы, это 500 000. Самое большее количество подписчиков на татароязычных каналах, будь то какой-нибудь Фердусь, И это хорошо. там Уразова, Элвин, максимум, который они могут собрать. Ну, неправда, там татарка была. Сколько она миллионов набрала? Слушай, Ну, татарка... давайте федеральный уровень, ты давай не здесь брать сравнивай. все-таки С чистого, если ты сделаешь местной татарский эстрады. контент и набираешь вот татароязычную такую, татароязычный контент, это 500 тысяч. Это вот потолок, с которым может работать татарский блогер. Знаете, откуда возникло значение миллион? Марко Поло, который приехал после того, как был на службе у Монгольской империи, значит, он вернулся в Европу, и чтобы объяснить, значит, венецианским там вот этим вот людям, которые его послали, сколько их там много, он придумал понятие миллион. То есть вот здесь мы тоже придумываем для себя какие-то цифры в виде миллиона и пытаемся за ними, возможно, гоняться. А может, и в этом и нету никакого смысла. Потому что главное же это все-таки качество. Опять-таки мы не сможем зацепить вот знающих татарский язык, вот, ну, я сказал, там около 2 миллионов, да, ну, это просто моя предварительная цифра. Значит, мы упираемся в них и будем говорить так, вот это 2 миллиона, больше мы никуда не вырастем, Еготлер, давайте не будем развиваться. Это определенный потолок, который нам не даст расти. Руслан, договорим после. Сейчас мы прерываемся на новости Татарстана, русские новости Татарстана, а потом продолжим. Точку опоры, не переключайтесь. Итак, это ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ, ТНВ «Планета». Мы сегодня говорим, достаточно ли татарского в интернете. И сейчас хочется перейти к тем, кто формирует, наверное, социальные сети. Это блогеры. Именно на эти ресурсы чаще всего заходят пользователи. Один из первых, если не самый первый популярный инстаблогер, который заговорил и записал на татарском, Ренат Галиахметов, известный под ником Татар Малай. Нам сейчас даже, наверное, покажут небольшие ролики, какие есть у него в аккаунте. Ну, большинство таких роликов, Альфред, наверное. Не очень они такого общественно-политического содержания, скажем так. Но очевидно, что аудитория у этого своя есть. Ну, такая веселая, нарядная. Веселая, простая, да. Продвижение татарского есть, что мы в этом видим, да, продвижение каких-то бытовых реалий, каких-то особенностей. Мы вот поговорили все-таки, учитывая, что это первый инстаблогер с Татар Малая, Ренат Галиахметов, вот что он сказал. Давайте послушаем. Молодец. Это все началось к любви к разделению. То есть тогда, когда я начал вести блог, я даже не знал, что я буду блогером. А все зависело от подписчиков. То есть они требовали рассказать о себе, снять себя больше. То есть я начал интересовать как личность. А востребованность татарского языка, я чувствовал, что не хватает именно общения, не хватает татарского контента, личности. То есть были какие-то юмористические группы, там, музыкальные группы, а именно личности, которые писали. Такого не было. Я профессионал в простоте. То есть я рассказываю то, что какое простое, как моя жизнь идет. Сейчас очень много татарских блогеров, очень много активных людей, которые ведут на татарском языке. Но не хватает, не то, что не хватает, я бы хотел, чтобы их было больше, чтобы простой народ понимал то, что надо вести, не то, что надо вести, что можно не стесняться общаться на татарском языке в интернете. То есть больше хочется.
мало кто общался и, допустим, на татарском языке в интернете. То есть там какие-то блоги вели, там рассказывали о себе, все на татарском языке, да. Но, возможно, я попал просто на тот момент, когда, допустим, не хватало этого. И то есть, и вот мое появление дало какой-то толчок. Ну, как признался, да, потом Ренат, что он пытается, возможно, изменить формат, писать о другом и продвигаться дальше. То есть это будет изменение подписчиков. Но мы знаем, что такие блоги имеют, на самом деле, сотни человек, включая звезд татарской эстрады. Вообще, кто-то здесь, кто имеет блоги, кроме Лейлы? Давайте честно. Все имеют, наверное. Проще сказать, у кого нет. Аккаунты имеем, да. Аккаунты имеем, больше 1000 подписчиков просто. Знаете, в У этой кого связи, больше? если вот А вот, позволите, кстати, вы Айсин или не Айсин? я Айсин. Я Айсин пока что. Смотрите, я бы хотел к чему вывести. Вот мы интернет воспринимаем как некое такое шутливое пространство, да? А ведь интернет — это серьезная часть нашей жизни, даже большая часть сейчас нашей жизни. Когда-то к литературе были серьезные требования. Что такое литература? Она воспитывает, учит, возводит к духовному, ну и так далее, да? Русская классика, Были критерии, критерии, да, там, критики были. Сейчас мы видим, что вот мы меряем этих людей по количеству подписчиков. И на самом деле неприятно то, что эти люди банализируют все, что можно. Потому что высокий стиль, воспитание, уважение к своему языку, говорение именно высоким стилем, это уходит. Ну, вот как обезьяна можно там выступать и миллион собрать, и это является мейнстримом. Я все-таки бы разделял, что вот давайте, значит, развлекательная часть контента, а вот серьезное, то, что Айрат Шамильевич сказал, его надо поддерживать. Вот сейчас развлекательного больше. Вот не, абсолютно. Более того, интернет все-таки развращает людей. Потому что он больше не читает, он образами воспринимает, да, смотрит видео, например, и ленится читать и так далее, и так далее. Язык как коммуникация останется. Вот человеку нужно хлеб купить, он может пойти с Катипи-берег, туда-сюда. И все этим ограничится, к сожалению. Потому что серьезность уходит из нашей жизни, уходит из интернета. Где-то она в уголках темных есть. из интернета уходит, Кукмарского района, уходит, да. Лейла Вот. против. Я вот просто хотела сказать по поводу несерьезного контента. Через него все-таки надо набирать подписчиков, потому что аудитория такой вот контент, он все-таки потребляет быстрее, легче. Как это делал Дудь в свое время, да, он снимал каких-то непонятных, нам необъяснимых рэперов, которых мы не слушаем, да, но молодежь их слушала, они подписывались на Дудя, а потом он такой раз и Камчатка. Ну, вы сейчас разговариваете с точки зрения бизнеса? Колыма, пожалуйста. Нет, да. вот сейчас вы уже говорите как о блогерстве, как о бизнесе. Нет, вообще просто, если ты хочешь аудиторию набрать и хочешь как-то с кем-то общаться, коммуницировать, то тебе сначала надо простое давать. Например, сколько чупа-чупсов влезет в рот Хорошо, Эрвина потом Грея. как вы тем, кому И вы дальше. рассказывали про чупа-чупсы, будут слушать, например, стихи Тукая? Почему нет? Почему нет? Они же вырастут. Сначала им 14 лет, а в 16 лет они будут... У нас уже есть Тукая примеры слушать. уже такого движения от простого к сложному? В татарском контенте, В я имею в татарском виду. контенте? Ну вот Татар Малай хочет меняться. То есть от попсы к такой Нет, на самом классической деле, об музыке. этом говорят все. Лейля сама тоже как бы... Мы сейчас у делаем нее, такой контент, да. Ну да, у вас сейчас... Мы делаем очень простой контент у себя на Ютубе, а потом делаем что-то более сложное, прям новости Где обсуждаем. больше подписчиков? Где... Нет, не подписчики, это в одном и том же канале. На одном и том же. Просмотров? Просмотров больше там, где проще, конечно. И там, где на русском, а не на татарском. Не, поэтому говорят, простота хуже воровства. То есть воровство — это понятное преступление, а простота, как в случае Татар Малай, который говорит, я профессионал простоты. Но на самом деле эта простота — это зияющая пустота, в которую может и нести, и потом оттуда не вернешься. Тогда, может быть, и не нужен татарский интернет, если это как бы негативное такое пространство, которое уничтожает ум, тогда остаться в Академии наук и... Ну, так Академия сказать, наук-то и не будет татарским, потому что нет школ, нет новых ученых на татарском. То Ну, есть простите, Бустанов последнее не поколение. вас кого, не хочу обижать. Поколение чего? Прошу спросить. Будут ли какие-нибудь документы, какие-то защиты докторских на татарском языке? Да не будет. Их Всё. уже нет. Их уже нет, Нет, да. После тебя последователей потому нет. что Нет, есть у меня есть институциональные последователи. У тебя есть ограничения, последователи. установленные федеральным центром, а те, которые могли бы это делать, они есть, и они растут, они у нас возникают в этих маленьких островках, которые есть в Казани, в Актаныше, в Челнах.
Пора И врубаться, у нас чтобы еще все виноваты поколение, федеральные центры. поколение людей, которые это сможет сделать, диссертацию написать на татарском языке. сейчас- Еще не кончить через 20 лет. Все не согласны. Все не согласны, не согласны те, кто производит мобильные приложения, татарскую социальную сеть, не согласны татарская Википедия. В чем не согласны? Я согласен. Я бы хотел прокомментировать то, что можно начинать с простого и двигаться к сложному. Увидел на своем примере мое качество татарского языка и возможность давать интервью на татарском возросло благодаря татарской Википедии. Вот недавно закончился у нас «Мой Татарстан». В этом году провели только на татарском в качестве пилотного. Очень благодарен, более 100 новых участников с разных уголков написали материалы. Кто-то одну, кто-то 5 статей, кто-то 55 статей и так далее. Википедии? Да, на татарском языке. Как член жюри, как ее председатель, я обещал и сделаю так, чтобы они потом выглядели хорошо и достойно, чтобы это смотрелось не только сейчас, вот, а там, и через 5 лет, и через год, если кто-то интересуется контентом на какую-то конкретную тему, чтобы им было не стыдно. И такие уже даже в течение этих 45 дней, пока у нас мероприятие шло, у нас такие появились, есть имена. Очень гордюсь, у нас Рафхат Авой появился. Тут Вы бы я с сказал кем не еще- согласны? Я бы добавил, нет, я с предыдущими не согласен с тем, что по поводу личностей, да, которые формируют сейчас контент на СМИ или, наверное, даже больше в блогерствах, в соцсетях, это люди все-таки, вот, есть такая параллель немножко с мусульманской тематикой в этом плане. Люди, обладающими знаниями, они не сидят в этих соцсетях. Они до сих пор там не знают, что, какая сила у этих ресурсов, то есть, что можно донести через это. А заходят люди, больше, наверное, те, которые более открытые, не боящиеся говорить на камеру. И с этим контентом они и заходят. Люди простые заходят. А те, кто могут что-то донести, они считают это более низкий уровень и не заходят. Но я с этим не совсем сам. согласен. Все-таки вот как человек, к которому в том числе обращаются те, кто создают некий... То есть это такая, ну, я не знаю, вы делаете контент из того, что мы как эксперты говорим. И продюсеры, получается, говорят нам: Альфрид, говори понятно, открывай рот и все такое прочее. Будь проще. Да, будь проще, расскажи Режиссер про тоже тебе так рукописи. говорит, Это да? говорят Да. другие. Вот в том-то и как бы смысл, Вот то, что смотрите, говорят другие. сейчас, да, предлагаю послушать журналиста Радифа Кашапова, популяризатора татарской культуры, журналист, музыкант, лидер группы Кайнар. Вот что его мнение, чего тоже не хватает, он тоже говорит о серьезном. Я считаю, что абсолютно недостаточно. Вот вообще он только сейчас появляться начинает, потому что, ну, знаете, зачастую, когда даже начинаешь какой-то делать проект на татарском языке, говорят: ну зачем вы на татарском делаете, многие люди не поймут. А давайте на русском то же самое, только про татар, например, да, возникает у людей вопрос. Мне кажется, очень много еще есть материала, даже архивного, который не представлен в интернете, да. Раз уж мы постоянно говорим о сохранении и развитии культуры, вот неплохо бы сохранять ее именно в таком виде. Чего не хватает реально, кстати, кроме видеоконтента татарскому, блогингу, там, не знаю, образовательным ресурсам, это маркетинга, то есть продвижение, чтобы про эти замечательные продукты узнало максимальное количество людей. Помимо приколов, мне не хватает именно блогов с позицией, которые рассказывают, что они реально думают, да, поэтому, например, появлению каждого подкаста я сильно радуюсь, какого-то видеопроекта, неважно, он официальный или частный, вот таких бы я хотел побольше увидеть. То есть, например, вот мне нравится аккаунт Барон Нафтатат, мой приятель Альберт, вот он как бы открыт здесь своим мнением, при этом он там ездит по деревням, и вот здесь я вижу личность, да, не только приколы, потому что приколов, мне кажется, уже достаточно много, пора бы уже по-серьезному поговорить, используя интернет. Ну, примерно, наверное, подытожил он то, о чем мы говорили. Что-то серьезное пытался, не что-то серьезное, пытался фактически интернет-платформу, на которой пытался объединить, ну, сделать своеобразный татарский Netflix в свое время Ильшат Рахимбай. И вот недавно он заявил о том, что за этот контент там платить никто не будет, смотреть никто не будет, да и размещать там нечего. Я правильно понимаю? По крайней мере, я думаю, это не точно там вопрос там какого-то краткосрочного как бы вещания. То есть нужно думать, как воспитать
там татарского зрителя для того, чтобы он на эту платформу попал, как бы научился это все смотреть, или же подстроиться под него. Ну, там возникают какие-то идеологические моменты, да, ты можешь туда очень крутой, образовательный, научный, глубокий татарский контент там как бы засунуть, ну, и у тебя будет как бы 100 там подписчиков, там, я не знаю, 10 тысяч. То есть все, что касается Татарстана, мы как будто, да, носим, как там Туфан на вашей прошлой передаче, розовые очки какие-то, говорим о каких-то там тысячах подписчиках, там, 2000 подписчиках или там 30 тысяч просмотрах, ну, это же огромная машина. Проснитесь, как бы по миру мы видим, какие просмотры, что делает ну, мир, как бы миром, в котором мы живем, кто его делает, какое количество просмотров делают. И если просто открыть глаза и посмотреть, ну, за этим мы никогда не угонимся, поэтому нам нужно просто выбрать. Или мы живем сегодняшним днем, принимаем правила игры, которые мы уже не в силах изменить, да, будучи здесь, и живем этим днем, и делаем вот такой контент, и на этом что-то пытаемся в этом спектре что-то придумать, или как бы плюем вечность и как бы создаем вот глубокий контент там, кто захочет, когда-нибудь зайдет, и мы вот этот качественный какой-то сегмент так и сохраним, который будет интересоваться языком, культурой, образованием. Здесь нужно хитрить, то есть это нужно абсолютно другой плоскости рассматривать эту проблему. О хитростях Ильшата Рахимбая. Да, мы чуть позже, он нам расскажет, да, сколько заработал в просмотре Капита. А сейчас пока на рекламу. Самые известные татары в мире — это кто? Новый масштабный просветительский проект Это тоже часть нашей большой истории. для любознательных и неравнодушных к своим истокам зрителей ТНВ. Латинские татары — это какие татары? Они проживают в Перу. Уроки истории. Эта история непростая. В субботу в 16:00. Кредитлар hücum итәме? Әйе. Банкрот-центр гражданнарның хокукын яклый. Шалтыратыгыз. Датсун от 457 900 рублей в автоцентре «Марка». Для тех, кто стремится к победе. Подробнее 4 пятерки, 3 семерки. Холодильники Хайер со скидкой до 20 тысяч рублей за небольшие внешние дефекты. Всем давно известно, с находкой вкусно, выгодно, полезно. Кита 299, сыры российские 389 рублей за килограмм, солями буженинов 129 рублей. Срок акции по 14 февраля 2021 года. Подробности у продавцов. Акция на ТНВ «Made in Татарстан». Сделано в Татарстане. О тех, кто созидает, и о тех, кто вместе с нами меняет мир к лучшему. С 1 по 27 февраля на сцене Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля 39-й Международный Шаляпинский фестиваль. Лучшие спектакли репертуара с участием звезд оперной сцены. Ждем вас! Казанский федеральный университет совместно с комиссией при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка проводит бесплатные курсы татарского языка для всех желающих. Курсы будут проходить в Казани, Елабуге и Набережных Челнах с февраля по май 2021 года. Более подробную информацию можно получить на сайте Казанского федерального университета. 0+. Продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ, ТНВ Планеты. Мы разговаривали с Ильшатом Рахимбаем про деньги, да. А вот Апипе нам сейчас фрагмент фильма нам пока покажет. Ильшат, сколько реально, если можно... Это я про татарстанские реалии, да? Да, вот, да, как бы да. Скриншот, Запустите, пожалуйста. Ага. Скриншот с официального сайта, там, как он называется, я забыл, где показываются официальные сборы. Вот сколько? За месяц проката, с первого дня там за месяц, фильм собрал 260 тысяч. 260 тысяч рублей, половина из которых осталась у кинотеатров, 25% у дистрибьюторов, там, и по десятке как бы там. У меня 10%.
16 тысяч. Я погулял на Новый год. Так, сейчас... Это про реалии. на этом можно заканчивать цикл. У нас были все козыри, это мы использовали все козыри для того, чтобы Все форматы, да, людей продвижения? собрать в кинотеатре. Все, что можно. Голый Элвин Грей там. Ну это тогда бесперспективно. С чупа-чупсами во рту. Ну, поэтому чтобы он вы и не понимали, пускает как- интернет-платформу, поэтому он и говорит, что максимум, что могло Терземщину, это ПП, и все. Давайте спросим у Айрата Касимова, есть ли у нас выход вообще из этой ситуации? Что нужно делать? Может быть, создать татарский Facebook наконец-то? С аудиторией. Вот я, наверное, неправильно. Тут вообще есть такое ошибочное мнение, что сейчас необходимо создавать какие-то соцсети. Соцсети не нужны сейчас. А что да? нужно? Нужны сервисы. Нужны сервисы, которые объединяют. Нужны актуальные сервисы с крутым контентом. Ну, что предлагаете вы сейчас? То есть, ну, сейчас в концепции есть и знакомства, да, которые всегда работали, всегда работают и за рубежом, и в других городах по регионам. Потом есть такой функционал, например, там, по прослушиванию радио, да, с мобильного приложения. Да, здесь это легко можно в любой машине включить, а, например, в той же Москве это неудобно. Да? То есть сейчас с помощью того же CarPlay, функционала машины, можно легко в приложении, например, выбрать какую-то волну, и будешь слушать, и находясь в другом регионе, даже городе, а тем более стране, приятно слушать, например, татарскую. Хорошо, то есть знакомство, радио, еще. Там будет мероприятие. Это то, о чем я говорил, с чем я столкнулся, например, в Москве. То есть я... Вы не знаете, да? Да, то есть не знаешь, кто собирается, где проводится сабантуй. Охота познакомиться действительно, так как именно за пределами своего, как бы, своей родины ты чувствуешь потребность в этом общении. То есть там больше... Афиша, да. Афиша мероприятий именно локализованная, то, что, которая пополняется не то, что сверху, да, например, вот там концерт либо какой-то там, либо там форум какой-то проводится, а нет, любые встречи, как обычно это принято говорить, блогерские встречи, да, там кто блогер это собирает. формат мобильного приложения. Это обязательно мобильное приложение. Это мобильное приложение. Да. А условно название есть уже для него? Нет, мы, к сожалению, не думаем. Это, наверное, самое сложное. Какие-то есть варианты? Ну, пока есть большое желание разместить это на поддомене .tatar, чтобы связано было с татар. То есть очень важно здесь именно... Название. Вот название очень важно, да. И Так, вот мы сейчас пока, телезрители можете звонить, придумать свои названия для татарской социальной сети или мобильного приложения. Можете писать в комментариях ВКонтакте, мы потом что-то озвучим, что-то из интересного, если будет. Сейчас просто эксперты. Вот еще есть потребность... Успешно проваливался татарский Facebook, говорил Руслан, да? То есть с успехом проваливались. Что еще проваливалось с успехом, Руслан? Все проваливалось. Проблема в чем? Вот Касим правильно сказал, что вот если идешь отраслевым образом, то, что вы сказали, нишевым, это действительно очень перспективно. А когда мы по старой татарской традиции пытались имперски все захватить, давайте татарский Facebook, да, вот это не работает уже. В мире, где все плечом к плечу, все тесно, это не работает. А нишевые вещи, они работают, да. Да, и вот здесь хорошо бы иметь оцифровку наследия вот всего песенного, там, культурного, да, и чтобы оно тоже было рукописного, возможно, да, но в большей степени именно песенного, да, интересует людей. Ну, сейчас Ильшат скажет и национального кинематографа. Возможно, национальный кинематограф, возможно, спектакли, да, спектакли классические, например, постановки 70-х, 80-х годов. Людей смотрит много. Людей смотрит много. На Ютубе можно посмотреть, сколько там просмотров. И все это, если будет зашито в сервисы, в приложение, это тоже будет востребовано. И какое-то, я не знаю, условно приложение Минтатарты, где открыл основные там классические произведения, классические песни, классический спектакль. Классика всегда будет в мощи. Аудиокниги татарские, кстати, очень актуальны. Аудиокниги татарские. Вот эти приложения, да, действительно, их сильно не хватает. Но вот в начале еще передачи говорилось о культурно-просветительском контенте, да. Вот мы с единомышленниками, с тем же Радифом Кашаповым создали Ощик университет, такой сервис, где ты можешь пройти курсы, решать тесты, и там вот очень серьезно надо смотреть все и не просто слушать, да, а еще потом контрольные работы выполнять. Это заставляет человека работать. Вроде бы, казалось бы, там много людей не соберет, но у нас там уже на некоторых курсах по 500, по 600 человек прошли эти курсы. Там курсы истории, курсы современной татарской культуры, курсы литературы и так далее. Около 10 курсов, татарский дизайн. И все это только на татарском языке. Универ.татар
ну, пожалуйста, заходите. Хорошо. Терминология Ильшат Хотелось Рахимбаев. бы предложить тут всем, кто создает какой-то контент на татарском языке или на темы о татарах, поскольку передача такая, используйте, пожалуйста, свободные лицензии. Потому что вы создаете контент, дальше этот контент должен доходить до людей всевозможными путями, а не лежать на вашем только сайте. А для этого необходимо вот эти наручники юридические открыть. Ну, маркетинга не хватает, на Вот самом этого, деле. да, кстати, я тоже хотел Ну, сказать. просто я вот когда была у президента, да, на встрече, мы как раз и говорили про эту тему, что музыку надо, все, спектакли, все эти произведения надо ввести в электронную библиотеку. И они столкнулись с такой проблемой, и Рада Хафизяновна взяла этот вопрос на себя, что авторы не отдают авторские права. Им жалко, знаете ли. Лет через 5-10 некому будет читать твое произведение, но вот сейчас ты не готов его в свободный... Рахимбай Ильшат готов отдать свои авторские права? Свободный доступ. Да, свободный доступ. Конечно, тем более они у Айтугановой. То есть мы... Мне кажется, это нормальное явление. Творческий человек – это эгоист в любом случае. Творческий человек… Давайте спросим у Лилии, как да. будет называться приложение. Лилия? Как назовем татар социальную сеть, мобильное приложение? Да, какие ваши идеи? По поводу мобильных приложений, ну вот, например, вот эти, то, что говорили про знакомства и встречи какие-то, да, то есть метаперы есть уже, это, ну, этим пользуются, это еще часть моей диссертации, то есть онлайн-диаспора Америки татарская, да, они уже и Тиндером, и всем пользуются, и просто, ну, по каким-то ключевым словам находят, ищут, по именам даже ищут и находят, вот. По поводу... Название. Название? Ага. У меня нету, но, вы знаете, я хочу по поводу книг кое-что сказать. То есть музыки, спектакли, это все прекрасно, конечно, да, но все идет через текст. Сначала идет текст. Так вот, даже этих текстов в открытом доступе нету. Я проходила курс Ошек университет, о котором только что говорил Айрат, так как была вот эта вот лаборатория литературная, и до некоторых произведений я так и не дошла, просто их нету в открытом доступе, хотя это классика сегодняшняя, то есть куда уж нам там обо всем остальном говорить, да, если мы не можем просто базовые какие-то произведения прочитать, ну, Аяныш, Кунгельсис. Светлана, так на меня смотрите, как будто я виноват. Нет, я сейчас вообще понимаю, что... Волонтеры это не сделают, вот именно для этого и нужна государственная политика, помочь То есть это слабому, помочь пришли к тому, вот с эти чего произведения начали, да? выложить Конечно, хотя бы, да? это Их же надо сканировать. Сделать. Я знаю, как это делать. Это Как? берется все республиканские библиотеки, там сидят женщины, обучаете, как сканировать текст, и говорите, Актанешский район начинается с буквы «Я», а Кукмаря района начинает с буквы «А». Но это вот уже вы государственные ресурсы. Ну, она сидит там, она сидит там целый день. Но этим надо заняться. Авторское право. Это можно сделать только с произведениями, автор которого умер вскоре после Великой Отечественной войны и не участвовал. Хотя бы. Давайте с этого начнем. Потом уже будем других... Ну, или договариваться, же когда они- работать с владельцами этих прав и действительно... Ну как вы будете вот работать с Ильшатом? Сейчас создаст С шедевр. Ильшатом не будем работать. Нет, вообще это все боль, потому что сам если смотреть интернет, такое ощущение, что татарской нации всего 50 лет. Потому что там нет просто ничего, что, как вы сказали, до там, 1950-х годов. И это, извините за нетелевизионное слово, капец. И Ояныш, и так далее. Все дело в чем? Давайте тогда подытожим проблему. Мы начали с того, что не хватает клавиатуры, мы начали с того, что не хватает мобильных приложений, Деньги мы делают начали, что школьники. контент не тот, контент простой. Что еще мы Ну, как говорили? обычно, Потому что- татарский разговор. Киряк, тиеш, юг. Ахшаюк, да? Конечно, ахшаюк. Системного подхода. Условный проект Давлят Блошли. должен быть, который бы помог в течение нескольких лет вот это сделать, а потом, ну, самоликвидироваться. Но он Что, сделает. опять какой-то орган создавать для этого? Комиссию? Не нужно Управление создавать по какие-то там управлением министерства и Вот, так далее. то да. есть вы представляете сейчас такое управление по управлению интернетом? Нет, появится? нет. Так оно есть наверняка. Речь Мы-то здесь для именно чего? о стимулировании этого процесса, запуска механизмов там, грантовых, конкурсовых и формировании какого-то центра ответственности, который, выполнив задачу, уже не нужен будет.
Здесь не нужно создавать министерство, здесь не нужно создавать отдельный какой-то комитет по этим вопросам. Нет, но это все равно, если это появится орган, это всегда положение, это, да, это финансирование, это распределение Смотрите, заказа вот и так далее, действительно, и так далее. интернет же вещь сложная. Вот все, что связано с литературой, серьезным контентом, конечно, нужна поддержка государства. Там оцифровка и так далее. Все, что связано вот с балагурством, там, казак-мазык, это будет развиваться и само, и без государства, и развивается там, Аллахашка. Наша передача подходит к концу, мы вынуждены вас прерывать. Посмотрим, что показало зрительское интерактивное голосование. 74% считают, что нам действительно недостаточно образовательного культурного контента. Да? То есть Плевков — вечность. Не хватает. Давайте 20%, да, процентов. Все верно? Не хватает, да, не хватает татарской социальной сети, в ней не видят вот такой необходимости на данный момент. Ну и оставшиеся считают, что всего достаточно. Блаженные люди. И мы с ними. То есть им достаточно тех блогеров, которые есть, да, того, что представлено в нашем интернете. Что, на этом, я думаю, что нам нужно поблагодарить всех участников программы. С вами сегодня было весело, интересно, и мы, конечно, не нашли точку опоры. Как всегда. Как всегда. Но несмотря на это, точка опоры еще состоится ровно через неделю. Мы благодарим всех гостей, всех телезрителей, всех тех, кто смотрел нас в группе ВКонтакте и YouTube. Всего доброго. До свидания. Туган җирең Идел буе. Һәр телнең бар туган иле. Туган җирең кебек назлы, җырдай моңлы татар теле.